Здравствуйте, это Николай Борисов и тематический блок «Давайте разберемся». Мы расскажем, а выводы делать вам. В Якутске притесняют русских детей. Власти Якутска отправили русскоязычных первоклашек учиться за город. С такими заголовками вышли некоторые сетевые издания неделю назад. Как вы поняли, на этот раз мы обсудим состояние дел в школах столицы республики. Есть ли там национальный вопрос? По традиции немного бэкстейджа и данных на настоящий момент. Причиной шумихи в средствах массовой информации стало обращение общественной организации «Русская община города Якутска» к руководству столицы республики. Копия письма была также направлена Владимиру Путину. Дорогие россияне, меня как президента России очень волнует проблема школьного образования. По мнению городской организации, в некоторых школах Якутска русскоязычным детям не хватает мест в первых классах. На этом основании общественники делают вывод о якобы дискриминации русского населения Якутии. Почему у нас такая дискриминация русского населения в Якутске? Почему бы не открыть один класс для детей Саха, а остальные классы для детей других национальностей нашей многонациональной республики? Зачем делить детей на ваших и наших? Пишут общественники в своем обращении. Как оказалось, речь шла об одной городской школе номер 14, некоторое время назад переквалифицированный в Саха-политехнический лицей. В письме было сказано, что там открыт набор лишь в один первый класс на 30 мест, а желающих учиться именно в этой школе 265 ребятишек. В управлении образования Якутска нам рассказали, как обстоят дела с набором в школу в столице республики. В городе Якутске у нас 51 школа. Детей в прошлом году было около 47 тысяч детей, школьников. И запись в первые классы, как вы знаете, прошло 2 этапа. На сегодняшний день в 43 образовательных учреждениях зачислено 3384 ребенка. Открыты дополнительные классы для Саха-политехнического лицея, 3 класса, это на 118 детей. Саха-корейскую школу 1 класс на 30 детей открыт. Национальная гимназия АИКГТ 2 класса дополнительно открыли. А также увеличена наполняемость в классах АИКГТ. Принято 88 детей, это в зависимости от размера. Если классы позволяют, мы дополнительно увеличиваем количество детей. И планируется открытие дополнительных первых классов для 16-й школы. И в 17-й школе, по Кировой 15, дополнительно должны открыться 3 класса. И тогда все дети, которые стоят в очереди по 17-й школе, должны быть устроены. Вообще, как формируются классы? Есть ли такое понятие по национальному признаку, русский, якутский? Как это вообще происходит? Первые классы примерно, вначале имеются просто примерные планы, потом уже по заявлению родителей уже разделяются классы. Или это будет чисто якутский класс, или это будет русский класс, или русский класс с изучением якутского класса как предмет. Как распределяются по районам количество школ? Есть ли такие районы, где не хватает, может, сильно школ самих или классов, или наоборот переизбыток где-то есть? Загружены, конечно, центральные школы, особенности Октябрьский округ, где 17-я школа, видно, да? И 16-я школа, это большой промежуток с порта до 16-й школы, такой отрезок очень пространства, где вакуум школы у нас не хватает, да? То, что новые школы открыты, 26-я школа, 25-я школа, 35-я, АИКГТ, конечно, разгрузила многие школы. И прошлый год мы и нынче выходим только за счет этих школ. Письмо, которое наделало шумиху, было подписано Сергеем Якунчиковым, адвокатом и председателем правозащитного комитета «Солидарность». Мы узнали его мнение на сложившуюся ситуацию. И здесь родители пишут, почему мы должны ехать, своих детей возить на 4-й километр Вилюйского тракта. Это там предлагают ему жить. Да, конечно, одного класса мало, да. Мы еще сделаем 2 класса, да. 2 класса это еще 30 человек, 60, а 200 детей куда? На 4-й километр Вилюйского тракта. Вы понимаете, да? Желание каждого родителя. Не имеет значения, кто он по нации, да. Чтобы его ребенок учился тут, где он живет,
где он в детский сад ходил, да, чтобы в школу ходил, он туда именно. 10 лет он будет в школу ходить. Так почему он 10 лет должен куда-то в Марху ездить там, или еще куда-то, да, или поселок геологов, если он живет здесь? Ну, нигде. Во всех школах пятидневка. Одна смена. А в городе Якутске, ну, давайте, если классов не хватает, давайте тогда сделаем 3 смены. Одни будут заниматься с 6 утра, другие с обеда, а остальные как в полночь, как в войну. А куда деваться-то? Поэтому мы предлагали, да. Я уже и до Всенти выходил, да. Я говорю, ну как так места не хватает? Она говорит, денег нету. Потом появились деньги, да. Земли нету. Ну там армяне захватили там землю, да, по 35-й школу, и не отдают. Вот потом вот эти суды, да, начали строить, да. Неужели проблема вот нужно решать была именно в 2020 году? Чтобы вот именно мы обратились. Ну сколько можно терпеть-то, да? Ну что издеваться-то, а? В общем, основная, я так понимаю, претензия была то, что просто не хватает классов. Да, конкретно, понимаете, да. Знаете, мне все равно, да, там, знаете, я там не живу, да, там 14-я гимназия, или 1-я гимназия, или 9-я гимназия. Какой номер, мне все равно. Дети должны учиться там, где они живут, понимаете? Они в Жатае. Вот в чем проблема-то вся. Как стало известно, составителем письма является член Общественной палаты Якутии, многодетная мама Наталья Холодина. Она сообщила нам, что матери Сайсарского округа просто привыкли обращаться к ней со своими проблемами, а она попыталась им помочь. В то же время народный депутат Илтумен по Сайсарскому округу Павел Ксенофонтов имеет свою точку зрения. Ну, на самом деле, Николай, ничего не случилось. Почему? Во-первых, все мы знаем, что есть общая нехватка школ в городе Якутске. У нас город развивается почти семимильными шагами, соответственно, не хватает мест и в садиках, и в школах. Саха поликлинический лицей, вот то, что вот было заявлено, там 265 русских детей не могут попасть в школу, это на самом деле, скажем так, недостоверная информация. Почему? Потому что я лично разговаривал с директором, я лично разговаривал с управлением образования. Речь идет об общем заявлении и детей Саха, и русских детей, и родителей, которые в заявлении указали, что они хотят обучить своих детей в русских классах, с русским обучением только. Их 85, примерно. Из этих 85 более 60 детей, родителей, да, это дети Саха. То есть в большей степени надо говорить не о русских детях, а о русскоязычных детях. И вы прекрасно знаете, что у нас в республике мы детей не делим на русских и на Саха. То есть это наши дети, и поэтому такое вот, скажем так, парадоксальное письмо, которое вышло от русской общины города Якутска, она на самом деле провокационная. И, в принципе, я с автором тоже разговаривал, с Натальей, с этим председателем не пришло, не получилось переговорить. Ну и Наталья, в принципе, при разговоре со мной, она начала говорить о том, что да, они имели в виду русскоязычных. То есть, а вот то, что написали русских, она начала говорить о том, что, в принципе, там, русских же притесняют же, на самом деле это не так, короче. У нас всегда два народа, и русские, и Саха всегда жили в мире. Просто такие письма, они, скорее всего, нацелены на другое. Это, во-первых, на мой взгляд, постараться, чтобы власть действительно более внимательно посмотрела на наличие школ и садиков. Почему так происходит, да? Почему мы неравномерно развиваем наши территории. Все же прекрасно знают, что у нас город Якутск как шар раздувается, а в селах и населенных пунктах люди оттуда уезжают. Поэтому надо внутренне смотреть внутреннюю миграцию. Почему мы не развиваем районные центры республики? Это, во-первых. Во-вторых, скорее всего, они также пытались обратить на себя внимание, да? То есть этими провокациями, что вот посмотрите, вот мы и есть. Напоследок скажем, что в итоге набор в первые классы Саха политехнического лицея был расширен. И информация о том, что первоклашкам нужно ездить на 4-й километр Вилюйского тракта, то есть за город, тоже оказалась неверной. Там будут учиться старшеклассники этого образовательного учреждения, имеющие математический склад ума, где им будут более углубленно преподавать информатику, математику и другие точные науки. И еще один момент из управления образования Якутска. Школа номер 26. Всем привет, кто помнит 11 2001 года выпуска, набирает класс с изучением эвенкийского языка.
обращайтесь в управление образования Якутска. И еще одно уточнение. Русская община Якутска и Русская община Якутии – это две разные общественные организации. В республиканской общине председатель Александр Подголов, известный всем, кто был подростком в 90-е и нулевые.